Таким образом, для того, чтобы мы могли быть уверены в том, что осетинский народ будет достойно существовать и в 22-м, и в 25-м, и в последующих веках, мы должны обеспечить сохранение его этнокультурной специфичности, его этнокультурного своеобразного восприятия мира, сформированного тысячелетиями нашими предками. Сделать это без сохранения осетинского языка, который является хранителем и формой его выражения и сохранения, мы не сможем. Поэтому вопрос сохранения осетинского языка, в 2003 году, выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО по этому вопросу, я сформулировал эту мысль таким образом, что сохранение осетинского языка мы воспринимаем не как самоцель. Мы отдаем себе отчет в том, что сохранение осетинского языка – это и есть единственная и главная гарантия сохранения осетинской национальной культуры и, соответственно, осетинского этноса. Что нужно сделать для того, чтобы вот эту гарантию обеспечить? Что нужно сделать для того, чтобы осетинский язык сохранить? Многое делается, однако, на мой взгляд, темпы его утраты пока опережают темпы нашей рекуперации, то есть темпы нашего восстановления. Во-первых, сегодня очень удручающее положение с реальным владением осетинским языком, осетинским населением. По моим опросам, в 2012 году, 1 сентября 2012 года в школы города Владикавказа из 10 первоклассников, пришедших впервые в школу осетинской национальности, родным языком владели 2. То есть не более 20% владикавказских 7-летних детей, первоклашек, осетинской национальности владеют осетинским языком. 80% не владеет. 60% детей осетинской национальности, первоклассников 2012 года в Беслане, родным языком не владеет. Приблизительно такая же цифра в Ордоне. Естественно, что цифра, практически стремящаяся к нулю владеющих в Моздокском районе. Островками относительного языкового благополучия являются Иравский, Дегорский, Алагирский районы. Остановитесь когда-нибудь на центральных площадях Алагира и послушайте, на каком языке говорят люди разного поколения. Я регулярно провожу этот эксперимент и в Дегоре, и в Алагире. К сожалению, вы убедитесь в том, что в том же Алагире это уже паритет. Естественно, что в официальной среде, в сфере образования и так далее доминирует русский язык, но и в сфере бытового общения русский язык уже занимает практически те же позиции, что и осетинский. Естественно, что это зависит от возрастной категории. Люди постарше, старшего возрастного поколения, они все-таки преимущественно на осетинском, но люди среднего и молодого возраста уже используют русский язык в бытовом общении в Алагире, как минимум паритетно с русским языком. Почти такая же ситуация в Дегоре. То есть процесс вытеснения осетинского языка и из последней сферы его более-менее устойчивого пребывания, из бытовой, займет жизнь одного поколения. Через 10, 15, 20 лет, я думаю, что причем вот это все связано еще с активизацией процессов урбанизации. Молодежь все активнее, еще более активно переезжает из сельской местности, где практически нет работы, нет социальных перспектив, в город. Здесь немножко освежает нашу языковую среду, но ненадолго, поскольку они еще быстрее ассимилируются в русскую языковую среду.
Поэтому нужна государственная политика. Вот когда я говорю о том, что мы не должны исходить из ощущения обреченности, я еще раз говорю, что здесь все зависит от самого народа. У нас объективно, у осетин, есть все объективные предпосылки для того, чтобы обеспечить гарантии сохранения себя как этнос. У нас есть, пускай и усеченная, но государственность, у нас есть национально-культурная автономия, то есть мы можем принимать определенные решения по выстраиванию своей национально-культурной политики. У нас есть федеральное российское законодательство, которое позволяет нам решать все вопросы, ну, почти все вопросы, связанные с выстраиванием правильной образовательной политики в сфере национального языка и культуры. У нас есть необходимая база для подготовки необходимых кадровых ресурсов. Чего же у нас нет? Вот, на мой взгляд, и это то, о чем я могу в этом узком кругу говорить, потому что я об этом говорю и говорил достаточно широко и публично, значит, у нас не хватает государственной политической воли для того, чтобы это все реализовывалось. Отдельные шаги, связанные с созданием новых учебников, с созданием каких-то новых форм функционирования осетинского языка, они пока не приобрели того масштаба и объема, который дал бы основание говорить о том, что да, мы пошли с опережением, и теперь то, что мы утратили за предыдущие полвека, мы начинаем восполнять. Этого пока нет. Более того, мы за последние несколько лет начинаем откатываться еще больше назад. И при этом это происходит не только на региональном, но и на федеральном уровне.